Здравствуйте! В эфире передача News on Air. Мы расскажем и покажем вам самые интересные новости. В студии Юрий Осипов. Центр «Особый ребенок» отмечает свой 10-летний юбилей. За время работы центр реализовал 25 грантов. Обученные специалисты по работе с детьми с аутизмом. На данный момент в заведении занимаются 64 воспитанника. А в скором времени стартует новый проект. Подробнее о работе центра в материале Марфирины Алексеевой. 10 лет назад центр был открыт по инициативе родителей детей с аутизмом. Тогда была проделана большая работа. Обучены специалисты, подобраны самые лучшие практики, выиграны различные гранты для оснащения специальным оборудованием. Так, на сегодняшний день в центре ведется непрерывная работа с детьми всех возрастных категорий, начиная от 3 лет. Занятия ведут специалисты-дефектологи, логопеды и медицинский психолог. Особый подход, хороший коллектив. То, что все специалисты есть в одном месте, и что психологи, что логопеды, и все хорошо работают. Были в реабилитации в разных городах, и если сравнивать по уровню обеспечения по материальной базе и по подходу к детям, и по учебной методике, да, то, можно сказать, этот центр не уступает. Абилитационный центр оказывает комплексную помощь. Цель организации – формировать гармоничную личность воспитанников. Для достижения высоких результатов ведется работа с родителями. Педагоги составляют план занятий с ребенком дома. Также они могут получить психологическую и юридическую помощь. В текущем году был запущен новый проект сопровождающего проживания. Уже 17 апреля в центр заселится 6 воспитанников. Молодые люди будут приобретать навыки самостоятельной жизни для социализации в обществе. Зная, что все наши дети растут, мы продвигаем проект сопровождаемого проживания. И с этой целью мы учредили еще второе ОНО, автономную некоммерческую организацию «Снегири», которая будет работать с детьми плюс 18. Для этих целей наши специалисты сейчас проходят обучение и в конце апреля поедут на стажировку в Санкт-Петербург, где они будут получать именно практические занятия, как будут заниматься со взрослыми людьми с ментальными нарушениями. Проект был поддержан Министерством труда и социального развития республики. Сейчас ведется работа для создания дополнительных мест проживания. Марфирина Алексеева, Джулустан Накентьев, Якутск. Смарт-библиотека имени Николая Неустроева получила статус главной библиотеки централизованной библиотечной системы столицы. Новое распоряжение администрации Якутска вышло в конце марта этого года. Вместе со статусом меняется и само название библиотеки. Отныне оно будет звучать как Центральная городская библиотека «Смарт-библиотека». На сегодняшний день у смарт-библиотеки более 11 тысяч читателей. Книжный фонд насчитывает более 10 тысяч экземпляров книг и периодических изданий. Посещаемость за год составляет более 110 тысяч пользователей. Напомним, многие годы звание Центральной библиотеки носила библиотека имени Виссариона Белинского. Отметив свое 135-летие, старейшая библиотека Якутска в декабре 2021 года сложила свои полномочия, положив начало новому этапу в качестве краеведческой библиотеки. Центральная библиотека становится ядром для всех 17 филиалов библиотек, да, Якутской централизованной системы. И значит, она будет драйвером развития библиотечного дела всего города. Благодаря появлению новых отделов, в частности, отделу развития, аналитической и проектной деятельности, медиакомплексному отделу уже целенаправленно будет вести работа по развитию, скажем, библиотек. В селе Кюндядя Нюрбинского УСа работает литературное объединение «Аяр-Алып», что переводится как «вдохновение», которое не только объединяет любителей книг, но и может похвастаться своими именитыми участниками. Например, писатель Дмитрий Пономарев, чье произведение стало победителем в номинации «Лучшее произведение в жанре прозы». Дом народного творчества также имеет в своем арсенале библиотеку. И сейчас здесь, за этой дверью, находится настоящий клуб по интересам. А какой мы сейчас узнаем? Литературное объединение «Аяр-Алып. Вдохновение» у нас работает с 2010 года. Нас в данное время 9 человек. Мы проводим презентации книг местных авторов. Также произведения участников нашего объединения включены в сборник Нюрбавоттара, посвященный к 50-летию
литературного объединения Нюрба-Оттара Нюрбинского района. Также работы наших участников печатаются в газетах Сахасире и местных Нюрба. За 5 лет мы выпустили 5 книг о наших односельчанах, о наших матерей, увековечили наши имена наших отцов и матерей. По итогам 2022 года повесть нашего члена литературного объединения Дмитрия Пономарева «Джалолах», повесть «Бегик», стал обладателем номинации «Лучшая проза года». И этому мы очень обрадовались и поздравляем нашего Дмитрия Николаевича. Мною изданы 6 книг. Я начал печататься с 2014 года. Сначала в альманахе «Курилген», литературном альманахе. Потом начал издавать свои книги. Из них у меня здесь вот это моя первая книга. Ага. Вот оно мне тоже принесло вот такое однажды радостное событие. Я стал тоже лучшим прозаиком года в этом литературном альманахе «Курилген». «Водопад» называется, если так перевести. А в этом году вот моя такая маленькая книга, да, на вид, вот она стала лучшей в номинации в жанре прозы. Лучшей книгой. Это тоже меня очень обрадовало. Наш наследник очень богат этими литературными работниками. Еще моими предшественниками были писатели, как Николай Иванович Чор, Ахмед Андреевич Дмитриев. И вот я третий писатель вот из одного наследия, да. Я с прошлого 22 года руковожу районной литературной объединением Нюрба-Оттара Нюрбы. Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия. В Национальном художественном музее открылась уникальная выставка. Экспонаты доставили из фонда Национального музея Республики Бурятия. Атлас тибетской медицины – это уникальный живописный памятник, представляющий собой свод из картин иллюстраций к медицинскому трактату 17 века, который содержит несколько тысяч рисунков, раскрывающих содержание тибетской медицины, теорию, основы клинической медицины, методы лечения, сведения об этике врача, подготовке врачебных кадров. На передвижной выставке экспонированы 40 высокоточных страховых копий листов атласа. Выставка полноценно представляет редчайший памятник искусства, науки, историю изучения практической адаптации тибетской медицины в Бурятии. Это традиция, которая связана прежде всего с буддизмом и связана также с традицией медицинской школы, которая идет истоки и Китае, и в Индии, и в Тибете. То есть вот это вот такая вот учение, которое основано на очень известном памятнике 4 основы Джудши. Вот. И вот по этому Джудши и по комментарию к Джудши созданы вот эти иллюстрации. Алекма мастеровая – так называется прошедшая в городе Алекминске выставка работ мастеров и мастериц. На ней представили свои работы чуть более 70 рукодельниц с 11 наслегов района и города Алекминска. Работы выполнены в разной технике исполнения – это шитье, вязание, лепка, резьба по дереву из различных материалов. Алекма мастеровая проходит уже не первый год и постоянно пополняет свои ряды не только удивительно красивыми работами, но и новыми мастерами. На слегах вот особенности я хочу отметить, у них конское плетение вот у нас нынче. Если мы раньше выставлялись только вот гейбиры, да, олбо, а нынче у нас и чапраки появились и панно красивые. Ну и по национальному шитью наши тоже появились очень много мастера, которые стали заниматься лоскутным делом.
Где родился, там и пригодился. Эти слова очень точно подходят к птице-кедровке. С наступлением весны эти пернатые проявляют активность. Несмотря на то, что им свойственна осторожность, они подружились с нашим корреспондентом. В обмен на угощение птицы даже позволили себя фотографировать. К встрече с кедровками Юрий Коковин готовился заранее. Обустроил кормушки, несколько дней носил угощения, а чтоб птицы привыкли, ходил всегда в одной одежде и с одним и тем же рюкзаком. Обычно кедровка не подпускает человека ближе, чем на 30 метров. Но после долгой голодной зимы эти пернатые стали совсем ручными. Кедровка или ореховка – это воробьинообразная птица с тонким и длинным клювом. Встречается во многих уголках мира в лесах таежного типа. Питается лесными орехами и семенами кедра. Кедровки – моногамные птицы, образующие пары на всю жизнь. Во время гнездования обустраивают себе жилье на хвойном дереве на высоте 4-6 метров. Именно кедровые орешки являются главной пищей, из-за чего птица и получила свое название. Но из-за массового поедания кедра приносит ощутимый вред. Тем не менее, эти птицы очищают лес от вредителей. Кроме того, они единственные, кто рассаживает деревья. Она набивает полный зоб сюда вот орехов, потом их прячет куда-то, потом забывает, и в этом месте сразу произрастает несколько кедров. И так вот это и одна кедровка устраивает более 300 кладовых, но из них половина она находит, а половина нет. То есть она, одна кедровка может рассадить до 100, до 200, до 300, может быть, кедров. Поэтому ее лесоводы очень любят. Считают, что это одна из самых важных птиц для леса. В нашей республике сосредоточено до 99% мировых популяций редчайших птиц мира. А всего в Якутии гнездятся более 300 видов птиц. На территории Южной Якутии, в частности в Нерюнгринском районе, очень много зимующих перелетных птиц обитает. То есть территория богата разнообразием данных птиц. И также, по нашим данным, порядка 22 видов – это краснокнижные виды птиц, такие как дикуша, чирок, клактун, мандаринка и многие другие. Благодаря таким птицам, как кедровка, лес зимой не пустой, так как она не покидает родные места даже в суровую зиму. А среди других обитателей тайги считается шпионом или разведчиком. Если охотник идет по лесу, и кедровка увидела охотника или там путешественника, она обязательно сообщит всему лесу, что идет человек. Она будет орать, и все будут знать, кто-то идет. И точно так же я сколько раз наблюдал, иду, допустим, по тайге, слышу, кедровки орут в каком-то месте, знаю, что там какой-то зверь находится, или олень, или медведь, или может быть, человек. Это по характерному ихнему крику можно обязательно определить, кто где ходит. После долгой зимы Юрий Коковин выходит в лес на фотоохоту. В его объектив попадают и животные, и птицы. Каждый таежный обитатель уникален, красив и интересен по-своему и является важнейшим компонентом экосистемы нашей большой планеты. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.